Привет, ребята, привет, Элечка. Сегодня будем изучать чеченский язык, следующий урок. И давай я тебе скажу, где я нахожусь сначала. А я нахожусь на самом высоком месте в Риге. Это называется гора Дзегушкаунс или Кукушья горка. Кукушка. А у нас сейчас следующий урок, и тоже о природе, о животных. Мы сегодня пройдем с тобой букву К. Это такая буква, где К пишется с мягким знаком. И она должна читаться, надеюсь, я правильно читаю, К. Например, колом. Трудно мне произносить. Например, коламбу. Это будет карандаш. Коламбу. А еще есть такое слово, например, цоцкамду. Цоцкамду – это бровь. Цоцкамду. Цоцкам. Там тоже такая буква получается посередине К с мягким знаком. Это будет цоткамду. И еще одно слово с такой буквой, к примеру, можно сказать перепелка. А перепелка будет лекду. Лекду – это перепелка. Вот так. 3 слова мы с тобой уже выучили сегодня. Это будет цоцкамду, лекду и коламбу. Запомнила, что это такое, да? Коламбу – карандаш, цоцкамду – бровь, а лякду – это перепелка. И надо еще выучить следующие слова. Смотри. Ой, красиво здесь. Там вот за мной можно видеть Ригу. Там даже старую Ригу можно видеть, если присмотреться. Правда, сегодня солнце прям вот светит туда, и поэтому трудно видно. Значит, смотри. Есть слово «зайчик». Зайчик будет пегалью. Пегалью. Пегалью – зайчик. А есть зайчонок. Будет тогда пегалан корнию. Пегалан корнию. Вот так. Сегодня мы таких животных пройдем, которые не хищные. Вот в прошлом раз мы проходили хищных животных. Там ломду, цокломду, борз и цогал. А сейчас проведем таких животных, которые не хищные, которые питаются травой. Например, первый это был зайчик. Ляк это перепелка, а зайчик пегалью. Пегалан корнию. А следующее слово будет олень. Олень будет сайбу. Сайбу, олень. Запомни, да? Сайбу, олень. И олененок будет сен-корнибу. Получается, сен-корнию или сен-корнибу. Вот это мне интересно. Я сам не знаю, как будет сен-корнибу или сен-корнию. Если кто знает, напишите в комментариях. И следующее слово будет вот не косуля, а такая грациозная, красивая, тоже парнокопытная. Она называется лань. Лань или серна еще можно называть ее. Это по-чеченски будет масарду. Масарду. Вот. Масаран корни и масарду. Масарду это получается серна или лань. А масаран корни это, малышка такая. И последнее слово сегодня будет, как это сказать по-русски, сейчас скажу. Это такой вот, знаешь, не олень, не лань, а косуля. Косуля. У нас в Латвии тоже много очень косуль. Они красивые, такие маленькие. Я даже в лесу одну видел, и на поле видел много косуль. Косуля будет лу. Лу-ду. Лу, по-моему, ду. Сейчас вот я посмотрю. Это у меня сегодня книжки с собой нет, есть в телефоне фотография, потому что книжку забыл в Лиепае. Да, лу-ду. Лу-ду – это будет косуля. А маленький косуленочек будет лунан корни. Получается ду, наверное. Или ю. Вот напишите, как вы думаете. А пока попробую что-нибудь сказать на чеченском. Хинт, латвичох, хенан хотем чок хазю. Хузах малх, стиглах бу, мох доц деду, дерик йовхю. Йовхю, значит, щита гради. not щита. Цхаши ходи и цхайсен. Это было 15 градусов сегодня. Еще повторю, как будет. Да.
Barkaldu shun sandottahi, barkaldu hög sanjo, adik yol, gurdu vai, derek dikhedo, adik yol.